Бог дал нам плодородную землю, золотистые поля, роскошные фруктовые сады и огороды. Куда ни взгляни, везде заметны заботливые руки хозяев. Симберия – главная житница нашей Родины, известная благодаря своей капусте, равной которой нет на Балканах. На Симберской равнине стоит монастырь святого Петки с 5 золотыми куполами, под которыми хранятся частицы мощей преподобного Сергия Радонежского, одного из самых прославленных русских святых. От князя Иву из Симбирии и Филиппа Вишнича до зеки Балюбаши и его воинов, которые отдавали жизни за Сербию, Карагеоргиевичей, складывалась богатая история этого края. Город расположен на 3 магистральных направлениях. Этносело Станишичи, воплощенная в камне версия горного села на равнине, а монастырь святого отца Николы – духовное сердце села. Памятник Петру I Карагеоргиевичу, который удалось отреставрировать, молчаливо свидетельствует о верности своей родине. Существует 3 промышленные зоны с полной инфраструктурой. Постоянный прогресс наблюдается в пищевой, металлургической и деревообрабатывающей промышленности. Больничный комплекс Свети-Врачеви продолжает традиции пионера биелинской медицины доктора Якоба Кохута. Молодежь Биелины, наполненная духом предпринимательства, каждый новый день встречает с новыми идеями. Биелина – университетский центр региона. Вложение в знания и вера в молодых людей – приоритет стратегии развития муниципалитета. Колокол монастыря святого Василия Острожского напоминает, что мы должны оставаться достойными продолжателями дел наших славных предков. Гордимся Биелиной, гордимся Республикой Сербской.